Сегодня у Бога есть для вас послание, полное чудесных возможностей и невероятных сюрпризов. Бог хочет, чтобы вы знали, что этот человек, который был готов отпустить и двигаться дальше, неожиданно поразился вашему голосу. Бог говорит вам, что ваши слова достигли их ушей и глубоко затронули их сердце. Он хочет, чтобы вы поняли, какое влияние вы оказали на них и как это всколыхнуло вихрь эмоций в глубине вашей души. Бог хочет, чтобы вы знали, что прощение – это мощный инструмент для исцеления. Отпустите обиды и быстрые недовольства и примите возможность создать будущее, основанное на любви, сочувствии и понимании. Ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное Сознание защищает и направляет вас. Бог умеет привносить чудеса в нашу жизнь, когда мы меньше всего этого ожидаем. Они были на грани того, чтобы оставить прошлое позади, но ваше сообщение напомнило им о той прекрасной связи, которую они когда-то разделяли. Бог уверяет вас, что эта встреча открыла им дверь к новой надежде и исцелению. По мере того, как они слушали ваш голос, сомнения и неуверенность исчезали, и они начали сомневаться, действительно ли движение вперед – это правильный путь для них. Бог призывает вас воспользоваться этой необыкновенной возможностью, зная, что Он рядом с вами, поддерживая и направляя вас на каждом шагу. Бог показывает вам, что ваше присутствие в их жизни оказало глубокое влияние и пробудило в них тоску. Они начали размышлять о тех драгоценных моментах, которые они разделяли, о смехе, радости и глубокой связи, которую они когда-то имели. Бог заставляет их переосмыслить свое решение жить дальше, поскольку они осознают возможность светлого совместного будущего. Их переполняют эмоции, они понимают, что, возможно, преждевременно отказались от любви и счастья, и Бог дает им второй шанс, призывая принять силу любви и примирения. Такой неожиданный поворот событий наполнил сердце надеждой и желанием вновь соединиться с вами. Спасибо, Бог побуждает их быть смелыми, совершить прыжок веры и выразить свои истинные чувства. Они чувствуют себя обязанными прийти к вам, чтобы поделиться своим осознанием и найти способ восстановить утраченное. Бог шепчет, что эта встреча может стать началом чего-то необыкновенного, путешествия, в котором они заново познают себя и растут, двигаясь вперед, направляемые мягкими дугами Вселенной. Вы вступите на путь, который приведет к глубокому исцелению. Знайте, что вы способны сами определять свою судьбу и что эта неожиданная череда событий является тому подтверждением. Примите позитивную энергию, которая окружает вас, зная, что она выстраивает звезды в вашу пользу. Бог напоминает вам об огромной силе любви, прощения и второго шанса, когда этот человек вновь входит в вашу жизнь, направляемый благосклонностью вашего Небесного Отца. У вас появится возможность начать новую главу, наполненную радостью, пониманием и ростом. Бог призывает вас отпустить обиды прошлого и открыть свое сердце для позитива светлого совместного будущего под божественным руководством Вселенной. Это будет прекрасное воссоединение, наполненное любовью и взаимным ростом. Бог осыпает вас своими благословениями, поддерживая ваш путь к глубокой и значимой связи.
Верьте в то, что Бог способен сблизить вас и создать гармоничную связь, которая преодолеет прежние ограничения. Встретьте это новое начало с распростертыми объятиями, зная, что Бог на вашей стороне и ведет вас в будущее, наполненное любовью, счастьем и самореализацией. Знайте, что предстоящий путь не всегда будет легким, но верьте в свои силы и стойкость, чтобы преодолеть любые препятствия, возникающие на вашем пути. Утверждаю, я готов заявить об этом, позволяя Богу творить свою магию в моей жизни и доверяя этому процессу. Напишите 11 часов 11 минут и поставьте лайк этому видео, если вы доверяете Божьим планам. У вас есть мое благословение на то, чтобы каждый из ваших 7 дней был наполнен ободрением и бесстрашием. Я хочу, чтобы вы высоко держали голову и не допускали мыслей о неудаче. Каждый день по утрам наполняйте свой разум моим словом, пусть ваши уста произносят мои обещания, и пусть на вашем лице появляется улыбка, когда вы с верой видите все те великие благословения, которые придут к вам. Ваша победа и триумф уже были одержаны на кресте. Ваши враги были посрамлены и побеждены в моем воскресении. Вы были спасены от смерти, я дал вам моего Святого Духа, чтобы вы овладели своими эмоциями и имели силы оставить всю боль позади. Вы не обречены на жизнь, полную неудач, и не должны чувствовать себя неполноценными. Я не хочу, чтобы вы продолжали думать, что будете жить, совершая ошибку за ошибкой, зажав свои мечты в угол, упав духом и похоронив свои желания в могиле отчаяния. Маленькая дочь, маленький сын, я твоя жизнь. У вас уже достаточно веры, чтобы подняться над всеми трудностями и начать жить всегда с сердцем, полным радости. Правда, тебя ждут испытания и беды, они будут преследовать тебя. Но внутри вас живу я, и я достаточно силен, чтобы разрушить любое препятствие и разорвать любую цепь. И если вы осмелитесь поверить в меня, то получите благословение в изобилии, но если вы предпочтете довольствоваться крохами, которые оставляют вам завистники, и если вы решите подчиниться воле тех, кто оскорбляет и бьет вас, и если вы будете продолжать верить в ложь, которую они вам говорят, то вы будете продолжать жить во тьме, в депрессии и печали. Это не та жизнь и не та судьба, которую я уготовил для вас. Выслушайте меня до конца. Вы должны поделиться этими словами, почувствовать силу моих обещаний, они живые. Иди и открой свою Библию, наполни свой разум этим светом, который озарит твои мысли, изгонит все, что повергает тебя в уныние, и очистит каждый уголок. Я просвещу твою душу силой и любовью, мои мысли о тебе – это не зло, не наказание и не боль. Я хочу, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Я хочу, чтобы ты был смелым. Скажи мне прямо сейчас, что я люблю тебя. Взывай с верой и получи это благословение, которое сбывается, и очень скоро ты увидишь, что любишь меня. Отвечайте мне, верьте, ваше благословение придет, воля моя. Ничто и никто не остановит его, не беспокойтесь больше. И помните, что вас любит и защищает Творец Вселенной, Царь царей, Господь господствующих, ваш всемогущий Небесный Отец. Почувствуйте силу моей любви, примите эту силу, мир и мудрость, которые я даю вам сегодня.
То, что вас огорчает, скоро останется позади. Смущение и разочарование, оскорбления и унижение, конфликты и противостояния останутся позади. Напишите «Спасибо, Господи» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Всегда помните мои слова, не слушайте те негативные мысли, которые эхом отдаются в вашей душе. Не позволяйте укорениться в вашем сознании идеям уныния, печали, депрессии и смерти. Ваши слезы прекратятся, и улыбка снова озарит ваше лицо, говорю вам, и так оно и будет. Вы высоко поднимете голову, и все станут свидетелями чуда моей любви и доброты. Я хочу, чтобы вы были храбрыми и стойкими, чтобы показать миру мою реальность, что мое слово истина, а мое милосердие так велико и прекрасно, что любое сердце может измениться. Ваша печаль сменится радостью, я исцелю ваши эмоции и разочарования и принесу вам мир, необходимый для движения вперед. Приходите ко мне каждый день, не обманывайтесь, полагая, что можете уйти от меня. Даже если попытаетесь спрятаться в самом отдаленном месте, мой дух потянется к вам, и я поведу вас за руку. Так что наслаждайтесь моим благословением сейчас и позвольте мне коснуться вас моим исцеляющим помазанием. Я хочу наполнить вас счастьем, я хочу вселить в вас новые желания жить. В вас живет моя сила, в ваших словах семена, которые вы можете посеять с верой и доверием, чтобы они проросли и выросли в огромное дерево, когда придет время зрелости. Чудесные плоды обильных благословений прольются дождем с небес. Вы будете ходить по этому миру в свете, которым я одарил вас со дня вашего рождения. Я люблю тебя и хочу благословить тебя. Скажи мне своими устами, что ты веришь в меня, и ты испытаешь великое счастье. Выполняй свои повседневные обязанности со всей силой, а если ты ослабеешь, я буду рядом с тобой, чтобы поддержать тебя в трудную минуту. Не стесняйтесь открывать рот и просить у меня добра. Я уже неоднократно говорил вам, что хочу благословить вас и дать вам все необходимое для жизни. Укройтесь в моих объятиях. Когда почувствуете, что больше не можете этого вынести, придите к моим ногам и плачьте. Если вы изнемогаете от борьбы, я знаю, что этот процесс труден и обстоятельства окружают вас, но силой моего слова и благодатью моей любви я поддержу вас и успокою ваше сердце. Слезы и плач, которые вы проливаете, приходят ко мне, к моему святому престолу, где решается ваша судьба, где исцеляются болезни. И ваши проблемы решены. Здесь я утешу вас в вашем несчастье. Настало время открыть небесные окна, и пусть на вас прольются безмерные благословения. Среди тишины вы найдете мой покой, ибо неважно, с какими трудностями вы столкнетесь, и неважно, покинут ли вас люди, главное, что я с вами, чтобы обнять вас и утешить вашу душу. Отпустите сомнения, почувствуйте мою любовь и идите твердым шагом. Неважно, медленно ли вы идете вперед, главное, идти вперед с уверенностью и верой – это не бег, а преодоление и выдержка. Я рядом с вами, наблюдаю за вашей жизнью, вашей семьей, вашей работой и благословляю вас. Продолжайте ждать с уверенностью и радостью и наслаждайтесь этим чудесным днем, который я приготовил для вас. Я ваш всемогущий Бог, и я никогда не подведу вас.
Напишите 1212, если вы верите в Иисуса. Я обещал тебе, что благословлю тебя. Почему ты медлишь, когда возникают конфликты? Любовь к вам не иссякает, и мои благословения не прекращаются. Почему вы позволяете беспокойству наполнять вас страхом и лишать покоя? Не обращайте внимания на ложь мира, я реален и я с вами. Это истина. Прежде чем ты уйдешь, давай договоримся, ты оставишь здесь все свои заботы. Я прикоснусь к твоему сердцу любовью, чтобы оно стало спокойным и безмятежным. Ты веришь мне? Поделитесь моими словами с теми, кто нуждается в моей любви и силе. Я говорю вам от всего сердца, я искренне люблю вас и не хочу, чтобы вы больше страдали. Я знаю, что вы переживаете трудные ситуации, и у вас осталось мало сил, но вы хотите выглядеть хорошо внешне. Ты не хочешь, чтобы кто-то видел твои страдания и осознавал твое положение, но я знаю тебя лучше, чем ты сам. Зеркало, в которое ты смотришь на себя, показывает только то, что ты хочешь видеть, но я вижу твой дух, и я чувствую твое сердце, даже если ты храбрый. Приди и поговори со мной, пожалуйста. Чего ты ждешь, чтобы рассказать мне, что с тобой происходит? Я соберу каждую твою слезинку и подниму тебя с земли. Немедли больше и возложи на меня все свои тяготы, чтобы я мог нести их за тебя. Ты благословлен быть моим ребенком. Поэтому я приготовил для тебя и твоих близких множество подарков и чудес. Вы увидите, как ваше внутреннее существо наполнится радостью, когда вы увидите, как мое слово исполняется в вашей жизни. Я всегда буду рядом с тобой. Мои ангелы-хранители будут направлять твой путь, оберегая тебя и защищая от злых намерений. Каждый раз, просыпаясь утром, ищите меня, и вы увидите, как благословится ваш день. Я наполню вас своей нежной любовью, и ничто не будет вас беспокоить. Даже в неожиданных трудностях обращайтесь ко мне, и я освещу вам путь к принятию правильных решений. Я дам вам необходимую мудрость и дам вам знаки, которые укажут вам путь вперед. Просите, и вы получите по моей воле. Вы сын или дочь всемогущего Бога. Я верен тебе, и никто не может восстать против тебя или причинить тебе вред. Я с любовью беру вас за руку, сопровождаю вас на каждом шагу и открываю вам новые пути. Все, что вы делаете во имя Мое, будет благословлено, и вы увидите изобилие и успех в ваших начинаниях со мной. Ваши мечты и проекты будут процветать, ибо только я могу видеть и определять ваше будущее. Ваша семья будет благословлена, и плоды ваши будут видны, ибо я всегда с вами. Беды не коснутся вашего дома, ибо мое присутствие покрывает их и отгоняет духов-людоедов, жестокие болезни, невзгоды, ненависть и обиды. Ваша семья находится под божественной защитой моего Святого Духа. Я дал обещание быть верным, и так будет всегда. Помните, что ваша вера должна быть такой же сильной, как горчичное зерно, которое, будучи самым маленьким, вырастает в самое большое дерево. Я знаю, что вы вырастете высокими. Мое слово имеет великую силу, и если вы прикажете горам сдвинуться с места во имя Мое, они сдвинутся.
Никогда не сомневайтесь во мне. Я единственный верный Бог, что бы ни случилось. Я никогда не оставлю тебя одного. Я буду любить вас вечно. Напишите 11 и 11 в подтверждение. Не забывайте, что я знаю каждую частичку вас, что вы чувствуете, о чем думаете и что будете делать. Поэтому я знаю, что вы заслуживаете всей любви, которую я могу вам предложить. Никто не знает тебя лучше, ибо это я создал тебя по своему образу и подобию. Удали из тебя всякую ненависть и жажду мести. Я призываю вас молиться за тех, кто причинил вам боль, чтобы они могли найти свой путь. Навстречу мне их жизнь пуста без соблюдения моего слова и моих заповедей, но оставь их в моих руках. Я сделаю свое дело, я дойду до их сердец и покажу им истину. Я не хочу, чтобы вы тратили время на негативные вещи, я хочу, чтобы вы сосредоточили свой взгляд на мне, на моих обещаниях и на том, что я приготовил для вас. Я был с тобой с самого твоего рождения, и задолго до этого я был свидетелем твоего роста и всего, что ты пережил. Вы действительно храбры, и я здесь, чтобы дать вам силы, необходимые для движения вперед. Я лишь прошу вас верить в меня и не терять веру. Я полностью изменю вашу жизнь. Вы увидите, как исцелятся раны прошлого, и вы перестанете страдать. Сегодня ваш день – это ваш момент. Поднимите руки, отдайте мне свое сердце и начните жить заново, наполняясь радостью. Этот год изменит вашу жизнь, если вы будете держаться за эту прекрасную любовь, которую я вам дарю. Все зависит от вас, не бойтесь. Я здесь, чтобы обнять вас и успокоить в разгар испытаний. Это демонстрация того, что я с вами. Не так давно вы в отчаянии просили меня о помощи, и вот я здесь. Мое ухо внимательно и терпеливо. Я жду идеального момента, когда мой Святой Дух сможет обратиться к вашему сердцу. Я хорошо знаю, что ты делаешь и куда идешь. Хотя разум и чувства говорят вам, что все потеряно и вы идете во тьме, моя любовь так велика, что я не допущу этого. Твоей неудачи и поражения не будет. Не падайте из-за того, что видят ваши глаза. За препятствиями, закрывающими ваш путь, скрываются великие благословения и божественные дары. Я дал вам мудрость, чтобы открыть закрытые дороги и пересечь их. С этого дня я не позволю никому угрожать, стыдить или унижать вас. Ваш всемогущий Небесный Отец, Творец Вселенной, с вами. Не бойтесь людей. Вспомните, сколько раз завистники боролись с вами, говорили ложь и стремились сбить вас с пути. Их планы провалились, и вот вы здесь. Боритесь в этот день, наполняйте свое сердце новым желанием жить. Вы испытаете новое счастье, которого никто у вас не отнимет. Я держу тебя в своих руках. Вы любили меня, и у вас есть моя любовь и забота. Вы сохранили веру и послушались моего слова. Я осыплю своей благосклонностью тебя и твою семью. Верьте в меня с горячностью и простотой. Ваше будущее в моих руках, и я защищу вас от тех, кто преследует вас без причины. Никто не посрамит вас.
Написано, что свет моего Святого Духа будет сиять на вас, и те, кто гонит вас без причины, отвернутся от меня. Прощаясь, они роют себе могилы, где их лживые уста навсегда сохранят свой покой. Но вы, как лиственное дерево, посаженное у благословенных ручьев, будете расти и приносить обильные плоды. Вы и ваша семья будете процветать и станете примером для других семей. Они будут видеть вас и следовать вашему примеру. Напишите 888 слов, подтверждающих это. Я осыплю своей благостью все ваши поколения и окружу их своим присутствием. Ищите меня каждое утро. Пусть мир не отвлекает вас, чтобы вы забыли, откуда исходят ваши благословения. Мы с тобой, Америка, по моей милости и жертве, по твоей преданности и вере, по силе моего воскресения и чудесному решению верить в меня, хотя ты еще не видишь меня, но я явлю себя тебе сверхъестественным образом. Это прекрасное присутствие, которое вы ощущаете сегодня, никогда не покинет вас. В вашем распоряжении сила, которая сотворила Вселенную. Я много раз говорил вам и повторяю, я с вами, не сдавайтесь ни в какой ситуации, не поддавайтесь нападкам врагов, не позволяйте другим принижать ваше достоинство, не терпите насилия и не допускайте, чтобы ваши дети подвергались опасности. Не доверяйте тому, кто улыбается и говорит приятные вещи, чтобы проникнуть в ваш дом и разрушить вашу семью. Я поставил вокруг вас ангелов, чтобы остановить руку пожирателя, но, пожалуйста, внесите свою лепту. Покажите мне свою веру. Отнеситесь серьезно к словам, которые вы слышите. Ваш враг притаился, как рыкающий лев, и ждет, когда вы забудете мои обещания и отвлечетесь, чтобы внезапно упасть и снова растоптать вашу веру. Вы можете начать с того, что каждый день, уделив несколько минут, будете приходить ко мне с благодарностью, признавая, что все ваши благословения приходят благодаря моей любви. Я много раз просил у вас сердце, не отказывайте мне. Отдайте его мне сейчас без всяких сомнений. Я прощаю твои неудачи, стираю твои недостатки, обновляю твою совесть и пишу свое слово на твоей душе. Я укрепляю твою веру и даю тебе силы жить в послушании и молитве. Ты покоришь великие мечты, если отдашь мне свое сердце. Если ты забудешь эту святую любовь, то вернешься в прошлое. Здесь есть любовь, подлинная любовь, привязанность к тебе. У меня много терпения к тебе, хотя сейчас ты можешь этого не понимать, но скоро ты увидишь это своими глазами. Я храню тех, кого люблю, а ты мне очень дорог. Я сделаю то, что кажется невозможным, и вы не будете сомневаться в том, что я говорил с вами сегодня. У меня есть святая цель для вашей семьи и для вас. Я снова скажу вам, что если вам хочется плакать, плачьте, но я использую эти слезы, чтобы освободить то, что мешает вашей душе. Молчи, внимай, слушай меня. Эти два слова означают вашу жизнь, ваше будущее и ваше благословение. Я люблю тебя. Я обещаю тебе, что дам тебе все хорошее, о чем ты просишь в молитве. Приди ко мне, и я благословлю твою жизнь, твою семью, твою пищу, твой вход и твой выход. Я удалю все болезни из твоего тела,
избавлю твой разум от плохих воспоминаний, сниму с тебя бремя, освобожу тебя от долгов и окружу тебя благословениями. За то, что ты доверился мне, ты будешь подобен дереву, посаженному у водных потоков, с крепкими и здоровыми корнями, зелеными и тонкими листьями, семенами, которые умножаются и растут, делясь благословением и жизнью со всеми, кто находится рядом. Вы не будете бояться жары. Напишите 111, если верите. Ты сам станешь тенью для нуждающегося, для того, кто изнемогает от своих грехов. Во время засухи ты не будешь огорчаться и не будешь приносить плодов. Я буду благоволить к тебе, и мир мой дам тебе. Вы всегда будете уверены, что можете доверить все свои дела в мои руки, и все ваши планы будут исполнены. Вы и ваша семья будете спасены от грядущей скорби. Мои ангелы всегда будут окружать вас, защищая и наполняя радостью. Вы обретете счастье на всю вечность. Не бойтесь и не огорчайтесь, ибо я с вами. Я укреплю вас, помогу вам и поддержу вас своей победоносной десницей. Что бы вы ни делали, делайте это с добрым сердцем, потому что вы делаете это для меня. Я вознагражу ваши усилия прекрасным наследством. Полагайтесь на меня всем сердцем, а не на свой разум. Признавайте меня на всех путях ваших, и я сделаю пути ваши прямыми. Я твое воскресение и твоя жизнь, и если ты падешь в прах, то воскреснешь, ибо верующий в меня никогда не умрет. Всегда будьте смиренны. Сохраняйте кротость, будьте терпеливы и терпимы. Не обижайтесь на тех, кто пытается вас спровоцировать. Не отвечайте криком на крик и не поддавайтесь насилию. Я дал вам мужественное сердце, но я также желаю, чтобы вы поступали мудро. Если вам снова станет страшно, доверьтесь мне и обратитесь к моему лицу, ибо я помогу вам и защищу от зла. Я сохраню твой вход и твой выход. Моя рука будет на вас дома, в пути и в дороге, перед подъемом. Помни всегда, что я твой Бог. Я беру тебя за правую руку и говорю тебе спокойным голосом: не бойся. Я всегда с вами, я помогу вам, я люблю вас. Вы никогда не должны чувствовать себя одинокими и забытыми. Завистники придут, чтобы напомнить вам о ваших ошибках, они захотят наполнить вас стыдом и напомнить вам о ваших грехах. Но не обращайте на них внимания. Не позволяйте горечи и печали овладеть вашей жизнью. Даже если все от тебя откажутся, я всегда буду рядом, я никогда не оставлю тебя, чтобы не говорил тебе мир. Для меня ты всегда будешь тем прекрасным, нежным и искренним человеком, которого я так сильно люблю. Не тратьте время на праздных людей, которые плохо отзываются о тех, кого они не знают. Вместо того, чтобы заботиться о собственной жизни, они забивают свой разум мусором и ложью. Ищите мое лицо, жаждите моего слова, укройтесь в моей тени и укройтесь под моей любовью. Все, что вы видите, я создал с любовью: океаны, небо, горы, а также вашу душу, чтобы вы могли жить вечно в моем царстве. Время злых людей ограничено, но ваши дни никогда не закончатся. Я дал каждому большую свободу выбора жизни и истины.
Я коснулся вашего сердца, и вы ответили мне благодарностью. Я буду обильно благословлять вас, и мы всегда будем вместе. Верьте, не бойтесь, трусливые люди только тратят свое время, пытаясь обвинить вас в ваших прошлых ошибках. Пишите 777, если вы верите в него. Ваша вера радует меня. Мое сердце ликует, мое присутствие окружает вас, и мой дух наполняет вас. Ваша вера говорит вам, что я реален, и что вы можете доверять мне. Так что продолжайте верить и доверять. Своими глазами вы увидите, как сбываются мои обещания в вашей жизни. Я люблю тебя. Я хочу донести до вас самое важное и сильное, что вы услышите в этот день, и вам лучше поверить в это, потому что это правда. Я люблю вас чистой и прекрасной любовью. Я был, есть и буду с тобой всегда. Ваша семья очень важна для меня. Многие из ваших молитв будут услышаны очень скоро. Их ждут очень красивые и великие благословения, не бойтесь. Не отчаивайтесь, ибо помощь и поддержка приходит с небес, и никто не может остановить ее, Отец Небесный. Пусть настойчиво и коварно, но я останусь рядом с твоей жизнью. Я буду пользоваться каждым мгновением безделья и нападать на тебя в тот час, когда ты слаб или беспечен, когда ты запыхался или думаешь, что сейчас упадешь. Взывайте ко мне через молитву, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Я наполню вас силой и защищу вас. Если сегодня вы беспокоитесь о своих детях и их будущем, просто возложите на них молитву и оставьте их в моих руках. Я обещаю вам их защиту. Они будут в безопасности всю свою жизнь под моей тенью и заботой, ибо я люблю их так же сильно, как и вас. Идите вперед без колебаний. Я дам вам силы твердо стоять на этом пути. Трудности не лишат вас мужества, ибо я наполню вас своей радостью и своим миром. Я буду твоим щитом и твоим мечом. Я буду охранять тебя и отгонять все, что может причинить вред тебе и твоим близким. Скажи своим близким, чтобы они открыли мне свои сердца и позволили мне заботиться о них, дарить им свою любовь, как добрый Отец, которым я являюсь. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.